Нас полностью сегодня отстранили от участия в организации функционирования этого образовательного учреждения. То есть и в админсовет вы также не войдете? Мы ничего не знаем. Буквально на прошлой неделе, когда было заседание парламента, вопрос был включен в повестку буквально за минуту-две. И вот только там на сайте мы смогли увидеть проект протокола, который был разработан и был подписан. До этого у нас не было доступа к этому документу. И очень много вопросов, которые остаются без ответов. Постоянно мы черпаем информацию только из выступлений в СМИ министра образования, да, из открытых источников. Никакой другой информации у нас нет. И мы постоянно слышим о том, что министр подчеркивает принципиальную позицию министерства, что обучение будет вестись только на румынском, турецком и английском языках, а ни в коем случае на русском. И, конечно, у нас вызывает это большую обеспокоенность, эта ситуация. Как вы знаете, мы на прошлой неделе закончили официально переговоры с турецкой стороной, приняли государственное решение. И значит, что все уже можем открывать. Колледж мы были готовы и в этом году открывать, мы и деньги заложили на это, но сами переговоры они продлились подольше. Там было несколько пунктов, которые долго обсуждались с турецкой стороной. Это значит, что в этом году мы успеем, наверное, создать юридический колледж, нанять директора, начинать нанимать персонал, чтобы первое адмитерия было в 2026 сентябре. Но главное, что все процедуры с турецкой стороной мы закончили, и эти переговоры, они заключились. Язык преподавания будет румынский с турецким и с английским.